Что такое современная школа, как идти в образовательном процессе в ногу со временем? На этой дискуссионной площадке обсуждают важность внедрения различных образовательных программ в школьную. Директора отмечают, необходимо сделать все возможное, чтобы повысить уровень образования, а для этого в первую очередь надо уметь заинтересовать детей учебой. Именно здесь и обсуждается система учительского роста, обновление содержания образования, независимая система оценки качества образования, подготовка детей к государственной итоговой аттестации, концепция предметов, которые новые образовательных предметов, которые у нас новые концепции разрабатываются, это по филологическому образованию, по преподаванию ОБЖ, физкультуры, по преподаванию иностранных языков, что давать детям. Впрочем, педагогов волнует не только проблему общего, но и дополнительного образования. На повестку августовских педагогических совещаний выносят самые актуальные вопросы в сфере образования. На второй площадке также ведется активный диалог. Главная тема – выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Для этого, по мнению педагогов, необходимо проводить больше развивающих и познавательных конкурсов и олимпиады, находить подход к каждому ребенку. Если мы говорим об образовании, о развитии, без выявления все-таки это происходит в школе, в дошкольном образовательном организации. Выявление – это в основном работа педагога. Я в слово педагога включаю все: и дошкольное образование, и общее образование, и среднее образование, и профессиональное образование. Поддержка, дальнейшая поддержка – это уже зависит от многих факторов, но выявлением занимаются на ранней стадии. И нужно отметить, что это происходит не только в очной форме. Очень много дистанционных конкурсов, очень много дистанционных олимпиад. Специалисты Института повышения квалификации отмечают, необходим концептуальный подход в формировании школьной учебной базы. С учителями и директорами школ нужно всегда вести разъяснительные работы, опираясь на требования ФГОС. Модернизация российского образования предполагает очень серьезные изменения в преподавании некоторых предметов. Большое внимание уделяется математике, русскому языку, литературе, истории. В будущем у нас уже предполагается изменение обществознания и всемирной истории. И мы должны, как институт, владея данной информацией, передавать ее уже на более низкий уровень, это нашим директорам, нашей системе образования. Педагогические августовские совещания перед началом нового учебного года уже стали традицией. На дискуссионных площадках учителя получают советы и ориентир перед стартом нового учебного года. Темы вынесены на эти дискуссионные площадки, не опробированы. Эти темы не спущены нам свыше. Я имею в виду Главное министерство, Министерство образования России. Эти проблемы существуют не только в Республике Ингушетия, эти проблемы существуют по всей России. На настоящих площадках эти темы обсуждаются, ищутся пути решения проблем, нацеливаемся, выносится решение о том, что делать дальше. Работа дискуссионных площадок в рамках августовской конференции продлятся до 23 августа. Тем на обсуждение у участников немало, по каждой из которых будут предлагаться пути их решения. Светлана Томова, Магомед Урусханов. Новости 24.